что ж, друзья, звучит композиция, ставшая уже легендарной, особенно для тех, кто любит и следит за боями смешанного стиля. Клуб «Горец» воспитал огромное количество чемпионов по ММА. Но вот мы видим, что и вольная борьба тоже, конечно же, ему не чужда. Выходит Мухаммад Али Магомеддилов из Республики Дагестан. Соответственно, ему 9 лет, 135 сантиметров рост, 32 килограмма вес. Красивой дагестанской папахи выходит Мухаммад Али. Из Москвы Хамза Жумабаев. Хамза Жумабаев, представитель Москвы. Он на 1 год постарше, ему 10, чуть-чуть повыше. Ни одной папахой мы сильны. Ну, конечно, конечно. Здесь вот мы видим флаг Киргизии. Национальный головной убор Киргизии. 32 килограмма. Борьбой занимается 3 года. Победитель всероссийских соревнований по вольной борьбе в Махачкале. Его соперник сильный Хамза Жумабаев. Ему 10 лет, 32 килограмма вес. Борьбой занимается 4 года. Он победитель первенства Московской области по вольной борьбе. Итак, Мухаммад Али Магомеддилов против Хамзы Жумабаева. Жумабаев имел уже опыт выступления на Лиге Вольник. Не совсем удачно, правда, это было. Ну, вот вторая его попытка выиграть схватку на Лиге. Очень активное начало. Пытается зайти за спину Жумабаев, не пускает его, или получится. Пытается соединить на промокашку. Не получилось. Удерживает он соперника. Но здесь оценка пройдет, 2 балла. Жумабаев открывает счет. Алиевский крест взял Жумабаев. Это чревато тем, что схватка может досрочно закончиться. 1 раз уже прошла, 2 раз прошла. И балл за баллом набирает сейчас Хамза. Ничего себе. Вышел. Не дал досрочить себя. Опасная ситуация, уже счет 0-8. Да-да-да, вот так буквально за какие-то доли секунды. Но вот как раз сейчас надо собраться Мухаммад Али и постараться как-то сократить отставание. Но главное успокоиться. Успокоиться, ничего страшного пока не случилось. Схватка идет, но посмотрите, Хамза по-прежнему очень активен, по-прежнему атакует и заходит за спину. Попытка зайти за спину. Контратака какая красивая от Мухаммада Али. Оценка прошла. Ну и то же самое. Да, то же самое, но в другую сторону. Алиевский крест и от красного теперь мы получили. Да, причем вот этот прием так выглядит, как... Ой, блестяще! 2 балла. 2-2. Атака и контратака. Посмотрите, какой счет у нас. 6-10. Да, калейдоскоп просто технических действий успешных. За 1,5 минуты мы набрали 16 баллов. Это мощно. Это мощно. И еще ничего не закончилось, что самое Хорошая интересное. динамика. Да, по-моему, все только лишь развернулось да разогрелось. Чуть-чуть высоко представитель Дагестана в своей стойке. Неудачная попытка атаки, соответственно. 2 балла у Хамза. И накат прошел. Еще 2 балла. Не может собраться. Он видно, что парень не может собраться. Потерян, растерян чуть-чуть. Раздал баллы. Как у нас говорят, на ровном месте раздают баллы. Да, вроде бы такую попытку погони он предпринял. И выглядело это даже вполне себе перспективно. Но Хамза все очень быстро вернул на свои победные рельсы. И прямо сейчас напихивают так спортсмену из Дагестана Мухаммад Али. Тренер категорически недоволен тем, что он видит. Ну, в общем, объяснимо. Пытается привести его в чувство, наверное. Да, и вот это тоже очень интересный момент. И я всегда говорил, что когда мы смотрим на работу тренера, это вообще отдельный пласт искусства. То, как они работают, то, как они общаются со своими подопечными. Ведь каждому нужен отдельный свой подход, тем более это дети. Кому-то нужно напихать, кому-то, может быть, даже там отцовский чапалах дать. С кем-то, наоборот, надо вкратчиво, очень вдумчиво что-то ему объяснить спокойно, да, не нагнетать. И это, конечно, тоже очень интересно. Каждый случай индивидуален. Тренер лучше всех знает своего спортсмена. И самое главное, тренеру оставаться хладнокровным, наверное, для того, чтобы не уходить в какие-то эмоции, а попытаться доходчиво объяснить парню,
что можно эту схватку вытащить, перевернуть ее. Ниже он встал, видно, тренер. Попытка поймать на бедро. Есть 2 балла. Великолепно. Контратака здесь прошла. Уже счет у нас 16-6. Да, разрыв 10 баллов уже у нас. И продолжает спину оппонента контролировать. Здесь опасная ситуация для Магомедилова тем, что очередные 2 балла могут Стать последними. Да, последними. Ну никуда, пока что Хамза не торопится, он понимает прекрасно, что преимущество на его стороне, и здесь можно уже, что называется, разыграть доверного, чтобы эти самые 2 балла набрать и уже отправляться за медалью. Здорово, и вот они, те самые 2 очка. Очень красиво все было исполнено, очень технично, и Техническая победа у нас. вот такой финал этого противостояния. Вторая попытка. И она удачная. оказывается успешной, да. Причем не просто, она была сверхуверенной в противостоянии с очень крепким парнем. Что, Второй выход его на ковер-вольник. ну вот так, сделал определенные выводы, похоже, потренировался. Итак, дорогие друзья, время остановки схватки 2 минуты 59 секунд. Чисто техническая победа. Мне кажется, не собрался. Магомедилов рассеян был чуть-чуть. Возможно, все эти люди, которые здесь присутствуют, звезды, свет, фанфары, как говорят, да, слегка его запутали. Но это тот самый опыт, который он будет забирать потом, что он привыкнет сражаться на таких аренах, и уже это не будет так сильно его смущать. Ну что, ждем.